Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Сегодня я вам расскажу про качество, которое уничтожает ваши добрые деяния. Об этом качестве пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям упоминает в хадисе, где он говорит: «Аль-хасаду та'кулу хасанат кама та'кулу нару аль-хашаб». Ау кама каля. Пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям в одном из изречений говорит: зависть поедает ваши добрые деяния, подобно тому, как огонь съедает дерево и оставляет после себя пепел. Как раз качество зависти, оно изнутри человека поедает. Поедает до такой степени, что его добрые деяния, его доброе нутро, доброта, она начинает уменьшаться. Я вам приведу пример человека, который долгие годы находился во внутренней борьбе со своими внутренними страстями, внутренними негативными моментами. И один из таких сильных, болезненных моментов для него – это была как раз зависть. Он сам не понимал, откуда она появлялась. Это как выражение есть: и так все было плохо, сосед купил новую машину, еще хуже стало. Есть люди, для которых это страшное наказание, когда они слышат, что у кого-то что-то хорошо, у кого-то все получается, кто-то счастлив, они видят чужую улыбку, на их лице начинает даже проявляться порой вот это состояние возмущения, ненависти, у них все переворачивается внутри. И вот один человек, он был с этим недугом. Когда он слышал, что у кого-то что-то получилось, кто-то купил новую машину, сделал ремонт, приобрел квартиру, у него на работе все хорошо, и у него порой пропадал аппетит, пропадал сон. Он почти 3 дня мог находиться в состоянии злобы, ненависти, не было настроения. И он встает на намаз, начинает читать молитвы, и он понимает, что это плохо, что это не есть хорошо, и он постоянно просил у Всевышнего, чтобы он избавил от этого негативного качества, чтобы он смог очиститься. Он никому не мог сказать, кроме как Всевышнему Аллаху Тааля, обратиться к нему. И Всевышний Аллах Тааля после многократных молитв, а молитва, она очищает человеческое сердце, очищает от негативных его проявлений, Аллах Тааля принял его молитву. И вот в один день он пришел: «Хазрат, я очень сильно радуюсь», он говорит. И когда он объяснил причину своей радости, что когда он услышал, что знакомый, у него получилось по работе что-то, и обычно он, наоборот, расстраивался, и тут он понял, что обрадовался. Обрадовался подобно тому, как вот это счастье, этот счастливый момент произошел бы в его жизни. У него настолько поднялось настроение, он настолько искрил своим счастьем, у него глаза блестели. Причина этого счастья, как будто она произошла в нем самом. И это повторилось несколько раз, и он понял, что он избавился от этого негатива. Дорогие друзья, есть 2 вида зависти. Есть белая зависть, есть черная зависть. Белая зависть – это когда человек, даже не зависть, это стремление обладать тем, что у вас нету. Например, знаниями. Видите, что у человека есть знания, что он очень сильно развивается, и вы хотите также развиваться, вы хотите также получить знания, вы стремитесь также получить благостные, благословенные знания. Например, кто-то читает намаз, и вы стремитесь. То есть вы завидуете белой завистью. Вы не говорите: пусть у него не будет, а у меня будет. Вы говорите: пусть и у него будет, и я тоже хочу обладать этими знаниями. Я тоже хочу получить эти блага. И стараетесь максимально, прилагаете усилия, и Аллах Тааля вам дает это. Это благое стремление, благой стимул. Но есть негативные проявления зависти, которые в основном встречаются у людей, когда люди видят что-то хорошее в другом человеке и говорят: пусть у него не будет, а у меня это будет. Вот это как раз то качество, о котором упоминает пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Пусть Аллах Тааля убережет нас от этого негатива. Пусть Аллах Тааля убережет нас от плохих качеств, которые будут поедать нас и наше сердце, и в конце концов могут просто все наши добрые деяния превратить в пепел.
Пусть Аллах Та'аля даст нам избавиться, исцелиться от этих болезней. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.